Здравствуйте, в эфире информационный выпуск «Вести Чеченская Республика», в студии я, Лейла Муртазова, и в начале главные темы выпуска. Любимец Всевышнего. Сейчас люди рассматривают, а также проводят фото и видеосъемку реликвий, принадлежавших пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. 12 числа священного месяца Рабиуль-Авваль мусульмане всего мира отмечают светлый праздник Мавлид ан-Наби. В этот день родился лучший из людей пророк Мухаммад. В честь этого события в регионе прошли религиозные обряды. Юные последователи пророка. В Центре образования провели мероприятие, приуроченное ко дню рождения пророка Мухаммада. Воспитанники учреждения прочитали нашиды и священные суры. Профессия участковый. Работа участкового полиции многим неизвестна и непонятна, однако именно эти люди поддерживают порядок и безопасность на улицах. Расскажем об очередном блюстителе порядка, служебная деятельность которого направлена на защиту прав граждан. «12 числа священного месяца Рабиуль-Авваль мусульмане всего мира отмечают светлый праздник Мавлид ан-Наби. В этот день родился лучший из людей пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Это благословенное время верующие проводят в богослужении. В честь этого события в регионе прошли религиозные обряды. С наступлением ночи месяца Рабиуль-Авваль верующие со всех уголков республики собираются в мечети «Гордость мусульман». Она носит имя пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. В 12-ю ночь священного месяца наступает день рождения лучшего из людей. Образовав большой круг, верующие совершают зикр, восхваляя Всевышнего и его посланника, да благословит его Аллах и приветствует. И все это перед тем, как начать утреннюю коллективную молитву. После праздничного фейерверка верующие заполняют святыню, чтобы совершить коллективную утреннюю молитву. Среди участников внуки Героя России Ахмата Хаджи Кадырова, а также официальные лица вместе с многочисленными мюридами, кадиями и имамами. Здесь же ко всем собравшимся обратился председатель Совета алимов Республик Северо-Кавказского федерального округа Хожа Ахмед Хаджи Кадыров. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم شدا مشخاولش آخر ويات حيبادات الهزر دات شاربات شو سن ده صاول نين صاول اش سن واخر شو سن واخر دول شوله من أنفسكم شدا مشخاول شوله فيخمر وينك شو يقبو أخوي قداله عزيز عليه ما عنتم وخلخل انقتلنا لا إله إلا الله آل يحدثن أشيت أتسيج محمد رسول الله آل دشن تحاج أشيت أتسيج شدحل دولر ما خلخل يلشن عليه الصلاة والسلام حريص عليكم بالمؤمنين ما تيخسطر ورق إذن أش إيمان دللوش شو إيمان يداخلوش إيمان دلن شو يلسمن دغلوش إيمان دلن شو جوجغة الحلا دولوش ما تيخسطر ورق يلش عليه الصلاة والسلام. Муфти Чеченской Республики Салах Хаджи Межиев поздравил верующих с наступлением знаменательной ночи. Он рассказал историю из жизни посланника Аллаха. Елч алейхиссалату вассалам, дуньян чувельч, шеда барги гуз, дуньян чувелайз, нен кира волшан да дакел нацун, بو ولش دنيا نشوفينا يا عليه الصلاة والسلام اللهم يجدك يتيما فآوى بعد القرآن شاح خبو ولش سكر يرتخون داق خطيك توج ما بير أخ يا عليه الصلاة والسلام سون يالخ شقاشنا ولش نان آمنتو كجلسنا شين ديك اشتيوجين سجر مدينة يرمك بوغ بيرزن شخيناح أبوا أبوشوش متي قاش ديغ لزرقت آمنت سمعت عدقل نايز دقل غلاي سن قول عخين عش إلش عليه الصلاة والسلام إذا أمو أيمن بوش الله يا أمو أيمن ملغ الله يالشي سن ديخ يسن الله غلايز إرسات
Elç aleyhissalatu vesselam soğut ahvaq khil su payamaral da'qayqin elçannal da'qashlin ots khayna ots ummu aymana del elç aleyhissalatu sunna ashab khil ummu ayman ummi ba'da ummi el shi'a el dosh dolsh ummu ayman shenan ma yer shenan ayel çolt el ostaypan khastayni مكر مدينتي هجر دش خيناح يل بقصدوش حقلين دوما دوش شاوت هم أرينش كعوايوز نش خيناح كيرتا تعوم حيقلوش كرين شين أول ديت أس أمو أيمن هل حاجة شا كودل يرس أس كودل شور خيمة ليرشا شاديلا دوما بو عنصلت يا مدينتي دعم قيتشر شا نوق عمار خنش قوبش قي حق سلوش قيمة سلوش. Для каждого человека здесь были выставлены предметы из жизнедеятельности основоположника ислама, а также его сподвижников. Уже сейчас люди рассматривают, а также проводят фото и видеосъемку реликвий, принадлежавших пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, а также его сподвижникам. И так будет продолжаться до самого утра. Людей прибавляется с каждой минутой. И теперь каждый сможет прикоснуться к исторически значимым вещам, которые имеют неразрывное отношение с религией ислам. Все были искренне рады лишь одной возможностью увидеть эти бесценные вещи величайших людей. Tanlerdiina Charlilin yol massuhuma quzahyo turdeg qiyeg obieg massuhuma quzahyo iza nakhana hoqsahtagana iz o khazado tawshdo Yes büyüsü dağılma ola bu sotnagan masarna paymar der salamon der çugin büyüsü yuhara oğun satüş doy dağılma ola harmol but divers but bu ta hobüsün hukmet der niktor hadakin dağılma amal şia der salam der yel khista Peyğmərin diğət Bedir maçı ve ustaz Hacı bayrak ve busu im bol دشنش دم داتسون واخر ومخكنا بوقا بويزا وزع بوصلناها بو مساقا لا حق ماش وحا يعني هم شو اشتاق قلت لا ري انا تكون او دزلا دو إذا. Завершая большую религиозную встречу, представители мусульманской уммы прочитали мовлид. يقش بيسان شاه دنيا عالما إليني نكيرا موسر بوقش تنقى قامل داش ديريك ديلي ماليك أشقانش دوخش مادارا دالله بيزنا محمد نكيرا موسر دالله بيزنا يلشي بازا مقرقا واخلشي عبد الله تينا قوى ماليك الشماليتي آمنة أنا قرقا حرن عينش ما بأخير حتى نصنى بايقا مرتانينا نسرينا واسيبا قرقا شاخلشي آمنة حبوب خلشي Турпал Алита Исумов, Сайд Алиам Пукаев, Аслан Ахматов, Зелимхан Гишларкаев и Ахмед Хизриев. Вести. Чеченская Республика. В Центре образования провели мероприятие, приуроченное ко дню рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Воспитанники учреждения прочитали нашиды и священные суры. Подробнее расскажет Мадина Кураева. Бисмиллах, бисмиллах, с именем Твоим, Аллах. Бисмиллах, бисмиллах, начинаем каждый день. Удивительные, завораживающие суры из Корана и нашиды из уст маленьких звучат по-особенному. Они поздравляют всех со знаменательной датой для мусульман с днем рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. И за все эти дары Ты его благодари. Нас Аллах любит, нам Коран так говорит. Мероприятие ко дню рождения лучшего из людей проходит в Центре образования имени первого президента Чеченской Республики. Участие приняли внуки Ахмад Хаджи Кадырова, Эйсят Абдуллах Хасан и Хусейн Кадыровы прочитали священные суры из Корана. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك وترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Все участники продемонстрировали свои религиозные знания и умения. В зале царила спокойная и особенная атмосфера. Присутствующие внимательно вслушивались в каждое выступление.
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم نجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل وجعلهم كعصف مأكول بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Месяц Рабиуль-Авваль является важным для всех верующих. Именно в это время появился на свет самый лучший из людей, последний из посланников Аллаха. Программа мероприятия, как и всегда, обширная. Воспитанники читают нашиды, посвященные пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствуют, на чеченском, арабском, английском языках. День рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, в республике отмечается каждый год, объединяя верующих в их усердии на пути к благоденствию и довольству Всевышнего. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وآل الله دال وينا دحلا إت صلوات الوشتو الله دال صلوات لر إهود وآل الله دال ويخب إهية تنبردو. Проведение таких мероприятий стало доброй традицией в стенах этой школы. Воспитанники с большой ответственностью и трепетом готовятся к важным датам, так как развитию духовно-нравственных качеств, привитию любви, уважению к религии подрастающему поколению уделяется особое внимание. Мадина Кураева, Моусар Хаджиев, Харун Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. В рамках проведения Дней татарской культуры в Чеченской Республике кинематографисты двух субъектов встретились за круглым столом в Министерстве культуры, в ходе которого раскрыли все тонкости своего кинематографа. К чему пришли участники встречи и какие картины будут транслироваться, расскажет Амина Тупилагова. Кино с национальным колоритом в России только набирает свои обороты, а одно из ключевых мест в нем по праву занимает Татарстан. В рамках проведения Дней татарской культуры в Чеченской Республике кинематографисты двух субъектов встретились за круглым столом в Министерстве культуры. Кинематограф Татарстана, он уходит далеко вперед в сравнении с кинематографом Чеченской Республики. И то, что мы, по сути, только в современной истории кинематографии Чеченской Республики только начинаем какие-то шаги, мы этого не стесняемся, мы это признаем. И сегодняшняя встреча, уверен, даст хорошие плоды в нашем взаимовыгодном сотрудничестве, потому что нам есть чему у них поучиться. Гости из Татарстана провели презентацию, подробно рассказывая о своем кинематографе, о его сильных и слабых сторонах и об опыте международного сотрудничества, например, с Узбекистаном и Казахстаном. В целом, путь становления татарского кино очень интересен. Стороны даже заговорили о сотрудничестве. Хотелось бы совместно поработать на каких-то проектах, поснимать здесь, в Чечне. У вас очень красивый ландшафт, очень интересная локация. Я вижу, что у ваших специалистов глаза горят, они готовы, и это вдохновляет. Мы видим, что наши коллеги открыты к сотрудничеству, готовы работать. Я думаю, что у нас вместе что-то получится. Логическим продолжением встречи стал показ продуктов деятельности татар-кино. В первый день на экране кинотеатра «Киностар» показали две картины «Мулла» и «Тарлан». Картина «Мулла» – произведение классика драматургии татарской Туфана Минуллина о том, как молодой мулла приезжает в деревню и пытается бороться с пороками современности. А вторая картина «Тарлан» – это картина, снятая совместно с Казахстаном. И это тоже классическое произведение по повести Галимжана Ибрагимова «Алмашуар». Это история семейная о том, как подросток переживает очень трудные эмоции и очень трудно находит общий язык со своими родителями, с отцом. И для него самым главным другом становится Конька. Это же ребенок, которого подарили ему. Дни культуры Республики Татарстан дают возможность расширить кругозор и получить новые эмоции не только жителям региона. Многие представители делегации впервые оказались на чеченской земле. Для нас это является таким праздником и подарком от Всевышнего, потому что
увидеть Грозный, увидеть Чеченскую республику, познакомиться с менталитетом особенным чеченского народа. Это на самом деле очень дорого стоит. Мы очень счастливы и рады, что мы здесь сегодня. Кино с национальным колоритом – жанр специфический, но очень интересный. Он дает возможность окунуться в культуру через незначительные мелочи, буквально не выходя из дома. Одна религия и общие моральные ценности. У Чеченской и Татарской республик гораздо больше общего, чем может показаться на первый взгляд. А знакомство с культурой братского народа будет способствовать укреплению дружеских отношений. Амина Тупилагова, Сайтамин Мусаев. Вести. Чеченская республика. В Национальной библиотеке Грозного прошел круглый стол дизайнеров и мастеров народных художественных ремесел и промыслов в рамках проведения Дней культуры Республики Татарстан в регионе. В нем приняли участие ведущие мастера творческих рукоделий братского народа и продемонстрировали свои работы, собравшиеся, обсудили систему сохранения народных традиций двух наций. Встреча призвана положить начало крепким взаимоотношениям в сфере народных промыслов. Наши дни культуры в Чеченской республике достаточно объемные. Общая делегация – это более 200 человек, которые включают в себя и спектакль, который будет показан сегодня в Русском драматическом театре. Это и концерт мастеров искусств, это и концерт камерного хора в городе Урус-Мартан, это кинопоказы, это встреча творческих писателей. То есть наш приезд сюда, он включает в себя большой объем мероприятий, которые заложат основы для наших дальнейших, еще более тесных взаимоотношений. Служебная деятельность участкового самая открытая в полиции. К нему обращаются люди с различными проблемами. В этом деле важно быть хорошим специалистом, способным находить общий язык с жителями и умение уладить возникшие трудности. Наш очередной герой участковый уполномоченный полиции Рисхан Газиев хорошо знает свою работу и как обеспечить порядок на ответственном участке. Далее расскажет моя коллега. Рабочий день участкового начинается с построения, затем совещание с начальником участковой службы, профилактический обход участка. Один из 4 районов города Грозный – Ахматовский. Его территория разделена на 34 административных участка, на одном из которых ведет свою деятельность участковый уполномоченный полиции Ирисхан Газиев. Первым делом участковый берет обращение и заявления граждан за сутки, идет работать в кабинет. Наша служба наиболее тесно связана с гражданским населением. Нам приходится изо дня в день работать с ними совместно. И так как у каждой личности, так сказать, каждого человека есть свой характер и свой нрав, то каждому человеку нужно подбирать свой личный подход. Мы ежедневно проводим профилактические обходы на своих административных участках, беседуем с лицами, узнаем, какие проблемы есть на административном участке, и есть ли они вообще, и ищем пути решения этих проблем. 2 года назад, после учебы в Ростовском юридическом институте МВД России, Ирисхан заступил на службу в полицию Грозного и уже заслужил доверие начальства, коллег и граждан города. В работе встречаются самые разные бытовые проблемы и жалобы. Например, случайно затопил сосед. Часто Ирисхан работает вместе с администрацией, которая тоже сообщает о правонарушениях. Наш коллега производит профилактические беседы с подрастающим поколением. Всегда не то, что его как участковый, но вот в первую очередь он на работе работает как наставник, объясняет, обучает, подсказывает. Работа участкового полиции многим неизвестна и непонятна. Однако именно эти люди поддерживают порядок и безопасность на улицах, а жители города чувствуют себя защищенными. Задача участкового заключается не только в поддержании порядка, но и в том, чтобы быть поддержкой и помощью для жителей района. Самое главное – доверие граждан на участке. Коренная жительница подконтрольного административного участка Горосаева Анжела описывает участкового как положительного и добросовестного человека. Не дает о себе забывать, часто посещает, естественно, приходит, интересуется нашей работой, надо ли нам что-нибудь, какие происходят. Чрезвычайная ситуация у нас как бы не происходит, у нас такой тихий район, но он постоянно на пульсе держит нас, руку на пульсе держит. Я знаю, что я в любое время могу к ним обратиться, и в любое время появится и решить наши все проблемы. Почти каждого жителя своего участка Ирисхан знает в лицо, ведь быть всегда на страже порядка и заботиться о гражданах – непростая задача, с которыми участковый справляется отлично.
Валентина Гусевская, Рахман Хаджиев, Харон Абдулаев, Вести, Чеченская Республика. Сегодня свое 70-летие отмечает исполнитель, композитор, народный артист Чеченской Республики и Ингушетии Али Димаев. На его счету более 500 песен, многие из которых стали хитами. О легендарной композиции «Нохчичу» знает каждый чеченец. Рамзан Абуев расскажет о человеке, совершившем революции в культурной жизни региона. Уже только за одну эту песню, ставшую неофициальным гимном чеченцев, Али Димаев навсегда в истории. При первых же аккордах этой композиции зал встает и подпевает. Она не оставляет равнодушным никого. «Нохчичу» — это самая его известная композиция, в которой автор вознес молитву Творцу за Родину. И каждое слово этого произведения — олицетворение переживаний целого народа в годы лихолетия. Эта композиция — это даже не просто песня, это реквием во славу моего народа. Это мой гимн моему народу, который прошел через такие испытания. Вот. И оглядываясь в прошлое свое творчество, я понимаю, наверное, что это моя главная песня. В этой песне мы с автором стихов Абдулхамидом Хатоевым постарались внести в нее, помимо тех трагических фактов, которые мы видели все, но и большую долю веры и надежду в лучшее. Композитор, исполнитель и продюсер, народный артист Чеченской Республики и Ингушетии Али Димаев родился в период самой страшной трагедии в истории его народа – высылки в Среднюю Азию. 27 сентября 1953 года в Киргизской ССР в семье гармониста Умара Димаева. Поэтому был ли у него выбор не пойти по пути музыки – вопрос риторический. Мою настоящую профессию творческого человека, музыканта, я выбрал из альтернативы такой, что я в детстве любил рисовать. Все мои школьные тетради после того, как заканчивались, значит, на обороте я рисовал дома, какие-то другие картины. Вот, и любил сочинять что-то из архитектуры, такие необычные строения. И чуть ли не решился стать архитектором. Но потом, когда, значит, видел работу отца, тот труд, который он осуществлял, и то любовь, уважение народа к нему, и его, значит, желание было, чтобы его сыновья пошли по его пути, но уже на более профессиональном, значит, таком уровне. Мы сейчас пишем вот это интервью, в зале репетируют, кажется, ансамбле звучит вот эта песня «Нохчичу». Я не обратил внимания, да? Уже после возвращения на родину в возрасте 6 лет он одновременно начал посещать общеобразовательную и музыкальную школы. С этого, можно сказать, началась его карьера. Он активно участвовал в различных творческих кружках, был солистом ансамбля Республиканского дворца пионеров. В 1968 году Али Димаев в 41-й Грозненской школе, в которой он учился, создал первую национальную молодежную рок-группу «Вайнахи». Через 14 лет, в 1982 году, наш герой создал первую профессиональную рок-группу «Зама». Это принесло композитору невероятную популярность. Поставили цель перед собой, чтобы через нашу музыку, а эстрадный жанр, он наиболее массовый жанр, попытаться донести в большой мир нашу индивидуальную ладогармоническую систему, красоту наших и народных, и авторских произведений. В песне «Весна придет» он верит в счастливое будущее. Мысли об Иордании написал в начале 80-х, а гимн миру призывает лидеров стран, религий и народы объединиться в защиту мира, добра и счастья всех людей. В его копилке более 500 произведений и 7 альбомов. Он воспитал не одно поколение молодых исполнителей. Говоря коротко, Али Димаев – это голос целой эпохи.
когда-то в юности, думаю, эти такие года, когда-то будет, мол. Ну, оглянулся, не успел, как говорится. Значит, судьба так распоряжалась, года накапливались. Но я не ощущаю, в общем-то, тяжесть этих лет, не ощущаю, значит, их количество. Я об этом стараюсь не думать. Как сказано, в раю все будут в 33-летнем возрасте. Мое состояние души где-то вот в этом 30-40. Самый плодотворный период в жизни человека, так считаю. Присущий только ему сплав фольклора, классической эстрады и джаза с элементами рока не спутать ни с чем. Его творчество можно назвать зеркалом, в котором отображено мировоззрение народа. Композитор творит, не изменяя многовековым традициям. Его музыка пронизана необыкновенной силой. Когда он исполняет произведение, кажется, что поет душа самого народа. Так характеризует творчество Али Димаева его коллеги. Во-первых, я благодарна судьбе, что нас связала в 80-е годы. Для меня написано очень много красивых песен на музыку Али Димаева. В общем, наверное, как говорят, наставник, можно сказать, мой второй учитель после Саида Димаева, Али Димаев, маэстро Али Димаев. Вклад Али Умаровича Димаева, конечно, переоценить невозможно. Он вложил огромный труд. То есть, если начинать перечислять всех артистов, которые работали с группой «Замы», Али вложил огромный труд, и вклад его очень большой в эстрадное национальное искусство. Первый – это прилагательное, олицетворяет династию Димаевых. Отец Умар – первый гармонист, средний сын Али – первый рокер, Омарбек – тоже первый профессиональный пианист. Неизменный принцип юбиляра – быть искренним, верить в то, что делаешь, о чем говоришь и поешь. Каким бы трудом человек не занимался, труд – это то ремесло, посредством которого Всевышний дает нам добывать хлеб насущный. Без этого нельзя. Но при этом оставаться человеком с чистой душой. Свое 70-летие Али Димаев отпразднует большим стольным юбилейным концертом 14 октября в 18:00. Гостями вечера станут Марьям Ташаева, Рамзан Паскаев, Тамара Дадашева, Ильяс Эбиев и многие другие звезды. Это действительно артист, которого любят все, народный артист, народный не по званию, а по призванию. Вот, и, соответственно, конечно, к его концерту было очень много просьб и пожеланий о том, что хотели бы посетить концерт именно этого исполнителя. Конечно же, мы не оставим нашего зрителя и ценителя его творчества без соответствующего, скажем, должного внимания. И все самые лучшие, самые любимые песни, которые всегда звучат в народе, они, конечно, прозвучат на сцене 14 октября в 18:00 на сцене, главной сцене Чеченской Республики в Чеченской государственной филармонии. Поклонников ждут песни, ставшие хитами, эмоциональная подача, а самое главное – общение с маэстро. Юбиляр поделился, что этот вечер станет особенным для тех, кто ценит искренность, настоящее чувство и качественную музыку. Многие мелодии прозвучат в унисон с воспоминаниями и ностальгией о прошлом, а глубокий смысл каждой песни затронет все фибры души. Рамзан Абуев, Магомед Басаев, Ахмед Хизриев. Вести, Чеченская Республика. И в завершении важная информация для зрителей нашего телеканала. По сообщению радиотелепередающего Центра Чеченской Республики, в связи с проводимыми работами по монтажу 120-метровой архитектурно-художественной подсветки на горе Истребиная в дневное время возможны кратковременные перебои в вещании 20 общедоступных телеканалов и радио, в том числе и ГТРК «Войнах», из-за работы оборудования с пониженной мощностью. Работы будут проходить до 29 сентября и 2, 3, 4, 6 октября. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и приложении «Смотрим». До новых встреч в эфире.